Ассаламу алейкум, друзья, витаю вас. Сегодня 14 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим я назвал «Россия в огне». Горят НПЗ по всей России, нефтеперерабатывающие заводы. И давайте об этом поговорим, друзья, так как, скорее всего, в ближайшее время ожидается топливный кризис в фашистской России, ну и так далее, и так далее. Итак, сегодня 14 марта 2023 года, 15:36 по Берлину и 16:36 по Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Алейкум салам, ислам. Все, кто заходит. Стрим снова у нас дневной. На нашем канале происходят невероятные просто изменения. У нас подписалось за последние 2-3 недели столько, сколько нам Россия не давала подписываться, всячески нас отписывали. Показывает, что сейчас нас за последние 2-3 недели 7200 человек подписалось. Я вас всех, друзья, новых своих подписчиков сердечно приветствую. На этом канале вы увидите, услышите только правду и ничего, кроме правды. Да, Ислам Байчаров, наш канал, YouTube канал, запрещен на территории фашистской России. Я сам внесен в список иноагентов. Наш канал постоянно атакуется троллями всякими, мат, перемат, оскорбления, там это вот в течение чата вы сегодня будете это наблюдать. Также идет массированная атака по дискредитации меня кем только не называют, кем меня только не представляют. И все это делается только лишь потому, что я говорю правду. Абсолютную, чистейшую, 100% правду про фашистскую русню и ее коллаборантов во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Как-то так делаем. Питер Вольф, Ислам, Эльдия, алейкум ассалам, я вас всех приветствую. Я смог подписаться только случайно, наткнувшись на эфир. Даже сейчас я могу только эфиры наблюдать. Да, именно так, Ислам. Это при том, что наш канал запрещен на территории России, также отменена монетизация из-за жалоб, которые постоянно пишут на канал, что там у меня какой-то контент плохой и так далее. И в конце концов нет рекламы. Если нет рекламы, YouTube не рекомендует нигде мой канал. Ну и вот таким вот образом пытаются нас давить, гасить и используют все просто возможные методы, которые у них имеются. От дискредитации, так распространяя слухи, до всех вот этих технических прибамбасов, которые они используют против нас. Но это меня, например, лично меня это нисколько не расстраивает. Конечно же, когда вы видите ваш результат, когда вы видите, что люди понимают вас, поддерживают вас, это еще дополнительно стимулирует. Но в моем случае, даже если нет этой стимуляции и дополнительной мотивации, достаточно той мотивации, которая меня вынудила сесть перед вами и стать публичным человеком. Это убитые 300 тысяч наших граждан. И только этот вопрос меня волнует. Меня даже на второй степени волнует признание Ичкерии и так далее. Просто я понимаю, что после признания мы только сможем наказывать преступников. А так меня волнует при любом раскладе только лишь наказание преступников, которые убили 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, в том числе и русских, хотя меня и русофобом называют, ну и так далее, и так далее. Я по уведомлению зашел. Ты, наверное, не в России. И, друзья, если вы находитесь... Вот Скобарды пишет, пожалуйста, друзья, если вы не являетесь сотрудниками ФСБ или российских там других спецслужб или полиции, не пишите, откуда вы.
Не оставляйте информацию для того, не облегчайте работу российским спецслужбам, не ставьте лайки, не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать. Все остальные, конечно же, распространяйте ссылку, ну и как можно больше привлекайте внимание к правде, которой мы говорим. Свобода Ичкерии. Юзер, спасибо, амин, амин, слава Украине, героям слава, героям слава. Делай там, Боже, храни Америку, але, ца проблема, яцы. О Аллах, благослови Америку. Он вера, резвуется. Ишь там, есть телевизор, да. Так, давайте я буду читать ваши комментарии, друзья. Я смотрю, мы потихоньку собираемся. Сейчас 311 человек. Мы в прошлый раз, позапрошлый стрим поставили рекорд. Нас было 3200 человек, которые смотрели. Тот наш стрим набрал 390, по-моему, тысяч просмотров. Это в 10 раз больше, чем было до того, как я начал вести стримы с телефона, а не с компьютера. Потому что, видимо, мой компьютер заражен, какие-то там тоже используют. Ну, короче, все методы против нас используются только лишь для того, чтобы мы не были услышаны как можно меньше. Ну, мне лично важно то, что чеченцы, которые думающие чеченцы, переживающие чеченцы и такие же украинцы или другие люди, они меня слышат. И этого мне более чем достаточно. Так что все отлично, но, конечно же, хорошо, когда нас много, хорошо, когда мы делимся мыслями, делимся взглядами, идеями и объединяемся. Так, давайте, друзья, буду читать ваши комментарии и потихонечку давайте начнем. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, нох. Ахмед, все, друзья, ва алейкум салам. Здравия, шо уж тримаешь. Так, Иван Иванов, ну ты даже по-украински писать не умеешь. Я по уведомлению зашел. Так. Почему не на Мойве? Да, Сергей, не на Мойве, потому что сегодня я хочу обращаться в том числе и к россиянам, к русским, чтобы меня поняли. Дело в том, что 2 дня назад россияне пересекли границу со стороны Украины и вошли на территорию фашистской России. Эти россияне, к которым я отношусь, честно скажу, предвзято, потому что это некоторые из них националисты, да и вообще они россияне они. И, скорее всего, это или бывшие военные, или околовоенные и так далее. И у меня нет ни малейшего желания, ну, по крайней мере, не было вообще никак поддерживать таких людей, даже если они на стороне Украины, пока они не признают российские преступления против чеченского народа и государства. Они не признали пока еще. Я им писал, я о них делал ролик. Но они пока молчат, скромно молчат, потому что не хотят, видимо, связываться. Потому что, ну, если свяжутся, то, ну, с нами лучше не ссориться, лучше, как известно уже давно. Но в любом случае эти ребята делают важное дело. Эти ребята, конечно же, и даже если они не за чеченцев, они за русских, за Россию, за свободную Россию, за демократическую Россию. А только демократическая Россия может стать нормальной цивилизованной страной. Конечно, она должна стать в границах поменьше, чем она была до сих пор. Ну вот как-то так. Давайте будем обсуждать, говорить. Поэтому тех ребят я ругать не буду. Ну, я имею в виду вот россиян, русских, настоящую русскую оппозицию. Ну, там не только русские. Я даже знаю, что там в Сибири есть там, ну, батальон есть Сибирь, там есть якуты, буряты, ну, разные там есть ребята. Всем передаю большой салам, если вы не против независимой свободной Чеченской Республики Ичкерия. У тебя резко звук стал хуже, да? Ну, может быть, сейчас что-то предприняли, наверное, что-то с микрофоном. Ну, нет, я говорю по телефону, и микрофон особо как-то не задействован. Ну, как бы отдельного микрофона нет. Ну, давайте.
Посмотрим дальше, что вы пишете. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо любить родину за рубежом. Иван Иванов. Можешь любить ее откуда хочешь. РДК, ЛСР, Легион Свободы и Сибирский батальон. Надеюсь, они дойдут до Москвы. Добро с кулаками. Знаете, на самом деле, даже если они не дойдут до Москвы, хотя в планах это есть, это будет, наша задача объяснить русским россиянам, что мы делаем одно дело. Мы боремся за права людей, которые находятся в фашистской России. Посмотрим. Ассаламу алейкум. Подскажи, пожалуйста, кто такие кадыровцы? Кадыровцы – это российская, это частная военная компания российская. Вот это то же самое. Салам алейкум, брат. Валейкум салам, Берко. Валейкум салам. Так. Так что давайте, меня вот немножко отвлекли от РДК и Легиона Свободы России. Вот эти люди, это россияне, именно потому что они россияне, это не считается казусом Белли, хотя какой казус Белли есть на Украине, уже пылает просто пламя, просто уже 10 лет пылает на территории Украины, пылает 10 лет пламя, поэтому ничего страшного, если туда вошли бы сами уже украинцы открыто, но пока только россияне заходят туда, пока только россияне. Будем посмотреть, давайте будем читать комментарии и по ходу будем вам еще рассказывать ситуацию. Дело в том, знаете еще что, друзья, дело в том, что одновременно с этим рейдом, с этим вторжением, к себе на родину россиян, произошла массовая атака дронов. Дроны атакуют наконец-то, хотя они раньше атаковали, но не так, как это было вот эти дни. И сейчас это будет эскалироваться, усиливаться. По всей видимости, это будет очень мощная атака. Наносятся удары по НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам. Это соответственно, причем бьют, знаете, как хирург, который точно знает, куда бить. Бьют по тем местам, по которым русские не смогут восстановить быстро свои НПЗ, потому что внутри составляющая вот этих заводов, главная начинка, основная начинка, это иностранная, зарубежная начинка. Ее нужно добывать там и так далее. И доставать как-то, да, из Европы, откуда-то ее доставать, и потом только уже ее устанавливать. Соответственно, если эти атаки продолжатся, а они уже охватили, я не знаю, 7, 8, 10 НПЗ уже горят, причем самых крупных. Если это будет продолжаться такими же темпами, то в России, конечно же, цена на бензин моментально подскочит, все это быстро вырастет. Одновременно с этим начнется инфляция, потому что все перевозится транспортом. Сельское хозяйство, особенно сейчас весна, сейчас нужно уже на носу весна, уже весна, март месяц, уже нужны полевые работы, много чего нужно, сами понимаете, да, и в итоге это все может, очень-очень дорого обойтись россиянам, и, по всей видимости, мы будем свидетелями этого. Я буду все вам комментировать и представлять свою точку зрения на эту тему. И слава Украине, что я могу сказать. Слава ЗСУ. Отдай. Allah de sich mesh и да оэль. Ой, эмин. Так. 269 тысяч просмотров прошлый стрим. Слава Ичкири. Да, Эльди, это вчерашний стрим у нас был 269 тысяч. Позавчерашний, по-моему, если не ошибаюсь, или позавчерашний он был
позавчерашний, он был 390 тысяч. Это рекорд 390. А вчерашний, да, 270, 269, вот так где-то он набрал. Ну, посмотрим. Так, можно вопрос вам? Конечно, именно для этого как раз я здесь и сел, чтобы отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте. Планируете ли вы эфир с кем с Харьков соревнования? С агентом российских спецслужб Тумсо Абдурахмановым, вы говорите? Нет, конечно, я не собираюсь планировать с агентом российских спецслужб Тумсо Абдурахмановым проводить стримы совместные. Конечно, не планирую. Я планирую всех, кто помогал убивать чеченских партизан, а этот человек прослушивал чеченских партизан, когда работал в ГУП электросвязи и переводил чеченскую речь на русскую, для того, чтобы русским было удобно находить нас и убивать. Я таких людей, конечно же, буду привлекать к уголовной ответственности после войны. Они меня сейчас привлекают, а я их буду, когда мы деоккупируемся. Конечно же, я не буду проводить ни с кем из подобных людей эфиры. Так, я думаю, вам нужно поднимать вопрос выбора халифа, ведь он должен решить вопросы повестки создания и восстановления исламского государства. Ислам, Байчоров. Знаешь, Ислам, когда нам что-то советуют, я обычно говорю, посмотрите на себя, вы себе выберите халифа. Знаете, находиться под оккупацией и россиянами быть, и после этого нам что-то, какие-то халифы советуют. Ну, мне кажется, это не совсем уместно, как минимум, с вашей стороны. Асан, ты не думаешь, что ситуация Палестины похожа на нашу? Да, я думаю, она отчасти похожа на нашу ситуацию. Дело в том, что арабская империя, она в Палестине, на территории Палестины терпит неудачу, и оставили вот этих бедных арабов Палестины как острие, вся остальная другая арабская империя оставила их. У нас чуть-чуть другая ситуация. Мы не имеем таких союзников, как Израиль в лице Соединенных Штатов. И поэтому мы оказались в оккупации и пережили геноцид. Но также мы воюем против империи. Израиль воюет против арабской империи, мы воюем против русской империи. Да, немножко есть сходство. Асан, ты не думаешь, что так, пока-то, если джихад будет, я готов, иншаллах. Сайдулла Имомов. Ага. Ждем зихад тогда, да? Саймулла, ждем. Пока подождем. Асан, ты не думаешь, что... Так. Салам алейкум, Асан. Ты пытался переустановить компьютер, если комп заражен, это поможет. Алейкум салам, Сервивал. Нет, я не пытался его переустановить, просто у меня так много информации на нем, и я ее боюсь даже трогать. Я просто его отложил в сторону, взял свой другой старенький компьютер. Сейчас пока им пользуюсь, а провожу эфиры с телефонов, со смартфонов. Истина мира, желаю твоему дому тому, что происходит в Палестине. Аминь. За твое отношение к этому вопросу. Спасибо тебе за то, что ты говоришь. Ты, в принципе, ничего нового мне не сказал, так как вы все россияне именно так себя и вели. Мусульмане, так называемые мусульмане российские, вы себя так и вели. И вы желали, и мой дом горел, и нам геноцид был, и палестинцы, ваши любимые, они говорили, что это внутреннее дело России. Ну, впрочем, как и вы. Поэтому, когда запылает у вас, а уже у вас в России пылает, я могу вам сказать только то же самое, что вы сказали нам. Вот и все. Какой привет, такой ответ будет. Так, ну как обычно, люди, которые тролли заходят и начинают про Палестину, про Израиль, но мы сегодня будем говорить о горящей России. Гамаджоба, салам алейкум. Так, в Белгороде мирные люди гибнут. Это нормально?
большому сожалению, да, есть потери большие среди военнослужащих. Не к сожалению, реально есть потери среди военнослужащих и есть, к сожалению, потери среди мирного населения в Белгороде. Это случайные жертвы, конечно же, их не избежать в любой войне. Также нужно понимать, что фашистская русня всегда прячется за мирными гражданами. Мы это должны понимать, потому что Россия и русская банд-армия ведет войну именно только такими способами. Она всегда стреляет из жилых кварталов. Мы по Чеченской республике Ичкерия все это прекрасно знаем, помним. По Украине сейчас и украинцы, наверное, все это видят, знают. Поэтому, ну как вам сказать, конечно же плохо, когда гибнут мирные люди. Но еще хуже, когда вы вырезаете целые народы. Понимаете? Вот вы, например, утверждаете, что Украина не существует. Нет такой нации. Понимаете? Вы говорите, что Ленин ее создал, еще чего-то, еще кого-то. И фактически это называется геноцид. Денацификация, лишение своей национальной идентичности украинцев или чеченцев, или кого вы там, всех вы там пытаетесь превратить Иванов, не помнящих родства, это и есть самый настоящий геноцид. Понимаете? Поэтому если вы не будете делать геноцидов, то к вам не будут прилетать ракеты. Но уже, увы и ах, все это уже произошло, уже все пылает, и поэтому, к сожалению, это все будет происходить. Доброго дня, Виталий, доброго дня. Киев создал Москву, он ее уничтожит. Да, он ее и отпоет. Кстати говоря, Юрий Долгорукий, это князь Киевский, как мы все знаем, в центре Москвы, на Тверской улице, напротив здания мэрии, там, или неподалеку от Государственной Думы, стоит памятник Юрию Долгорукому. Это киевский князь, который основал Москву. Вот надо было ему тогда, или коня ему надо было подстрелить, или надо было ему по шее надавать, чтобы он не добрался до этой Москвы. Может, тогда всего этого и не было бы. Ну, случилось то, что случилось. И, наверное, теперь вот украинцам придется отпевать эту Москву. Создали, давайте теперь расхлебывайте, украинцы. Но все это будем делать вместе. Так, слава Ичкерии, Маш Войло, основном деле слава маршал, героям слава, Тамерлан. Звук шипеть, юй-юй. Инца юй-юй, я здесь звук мою, что-то нехорошо, видимо, они что-то нам опять. Я здесь как звук, друзья, шипит звук, плохо, да? Привет, братан, привет. Салам всем свободным людям, салам, салам, Эд, салам, дорогой. Скажите, как звук, шипит? Так, USA вас породил вас. Так, ты воевал в Чечне. С какой целью интересуешься, Джексон? Все, баркал. Звук нормально говорят. Может, что-то было, да, нехорошее. Салам, звук дикью. Отлично, Михаил, отлично. Дикдуй. Салам, звук дикдуй. Дикью надо говорить, Михаил. Ю. В женском роде. Звук в женский род. Думаю, только меня, да, шипит. Говорит, не шипит, не надо мне тут рассказывать. Ну, в принципе, тот, кто говорил шипит, это наш человек. Ну, старый наш подписчик, поэтому ручные турбо-мусульмане России. Чеченский сионист, турбо-мусульмане. Все это нормально, думаю, головой, знаешь, что, значит, так. Ассаламу алейкум. Вот я что, стыдно ответить, воевал за Ичкерию или нет? Ну что мне, Джексон, отвечать? Каждый раз тебе отвечать, что ли? Что значит воевал? Что ты имеешь в виду воевал? Да, я противостоял вашей фашистской оккупации. И что?
Что ты имеешь в виду? Да, с оружием в руках противостоял. Ну что ты имеешь в виду? Воевал. Это достаточно тебе? Уже у вас есть и записи есть, и уголовные дела есть, все имеется. Не волновайся, да. Дудаев говорил, не обижайте украинцев, это плохо кончится. Дудаев на самом деле был гениальнейшим человеком. Как точно он и украинцев описал, и их характер, и все остальное. И все другое остальное, не только касательно Украины, да. Именно так. Он сказал, живые будут завидовать мертвым, когда украинцы придут за своим. Поверьте мне, он знал, о чем говорил Джохар Дудаев. Он был всю жизнь военный, общался с украинскими военными. Живые будут завидовать мертвым. Так что, валейк салам, Арон. Валейк салам. Он будто периодически шипит, может, с чувствительностью что-то. Я не знаю, может, какие-то нам атаки они оказывают. Ну, если будет невыносимо, вы мне скажите, друзья, сразу же, хорошо? А так я постараюсь, может, чуть-чуть отклониться, и это будет более лучше со звуком. Как вы думаете? Так, Арон, благодарю. Кстати говоря, Арон, мне кажется, эта шляпа и эти усы, которые вы мне тут подарили, они, мне кажется, идут. Вам не кажется? Мне кажется, пойдут. Так. Салам алейкум, Баку. Алейкум салам. Да, ничего не шипит. Отлично. Вы воевали вторую. А второй чеченской нету, второй чеченской. Нет, я во второй русско-чеченской войне не воевал. Не воевал. Да и в первой, знаете, если по-честному там, я особо не воевал. Да, был в опасных местах, да, находился в окружении, отбивались, но не могу сказать, что я что-то там сделал. Как есть, чтобы не было, чтобы потом не говорили, что я тут хожу, рассказываю, что я какой-то супер воин. Да. Как некоторые, большинство здесь, в Европе, чеченцев, которые рядом где-то фотку сделали, где-то там оказались, у него брат воевал, там еще, там туда-сюда, они все ходят и кичатся, я воевал, я там, короче, я делал, да. Наш воин, демократ, гордый сын чеченского народа. Так что я не из этих, я вам сказки рассказывать не буду, да. Против России воевал за Ичкерию. Владислав Листьев, а вы думаете, я за Россию мог воевать, что ли? Вы что, с ума сошли? Человек, чеченец, который берет оружие и выступает за Россию, вот в нынешней ситуации, когда мы объявили свою свободу, независимость, это предатель чеченского народа. Я не могу им быть, вы меня извините, но у меня есть свой народ и своя страна, и я не могу быть за Россию. А любой, кто является за Россию, он предатель автоматически. Да, вынудили, взяли в заложники, убили 300 тысяч, многих вынудили в силу разных обстоятельств. Но меня Бог миловал, хватило ума, принципиальности не пойти в ваши ряды. Да? Конечно, я против России воевал. А против кого я еще тогда воевал? К нам же Россия пришла, правильно?
Кстати говоря, многие, кто воевал в Первую войну против вас, потом перешли, ну не многие, конечно, а некоторые перешли на вашу сторону во Вторую войну. Тот же Ахмад Кадыров призывал нас к джихаду. Говорил, все, каждый чеченец должен убить как можно больше русских. А мне 17 лет было тогда. Я верил все, что говорит муфти. Это же целый муфти был, да? Он же все... А как у нас говорят? Чтоб ты не думал. Говорят, если тебе что-то мулла, муфти сказал, и это греховно, то это грех на нем. А твое дело выполнить то, что он сказал. Все, а грех это уже все на нем держится. Все, типа, он отвечает за это. Поэтому Ахмад Кадыров, Рамзан Кадыров, он, видите, у вас даже гауляйтером его сделали. Россию не трожь, мы ночью любим русню. Аслан, я дико извиняюсь, как говорят в Одессе, при всем уважении, если ты был президентом свободной Ичкерии, ты бы открыл посольство в Иерусалиме заранее, спасибо. Ян Маназон, конечно, открыл бы. А о чем вы говорите? Возникли ли у меня какие-нибудь с этим проблемы, вы хотели спросить? Не возникли бы. Конечно, именно в Иерусалиме, рядом с американским посольством, если вы предоставите мне место, я с удовольствием открою там посольство Чеченской Республики Ичкерия. С удовольствием. Конечно. Очень хорошие флаги у тебя за спиной, Аслан. Ты очень грамотный человек, говорит чеченский демократ. Чеченский демократ, ты вот заходишь, вот эту всю вот эту грязь, как бывает, пшикалка своим одним комментарием, и все смываешь. Это я не для того, чтобы ты мне комплименты делал, потому что уже, знаешь, люди поняли, ну, любому человеку нравятся комплименты, и они поняли, что нравится комплимент, они делают 2-3 комплимента, а потом начинают свою атаку. И уже эти комплименты я только от тебя принимаю, больше ни от кого. Так. Ты резал русских? Нет, я не резал, не резал ни русских, ни не русских, никого никогда не резал. Даже убивать не приходилось. Но я тебе скажу, что вы, русские фашисты, вы резали нас. Вы отрезали руки, ноги, разрывали людей на куски. Это я знаю. Резал русских. Такое впечатление, что вы русские бараны, которых режут, короче. И все чеченцы только занимались, что вас резали. Мы соблюдали международное право, между прочим, и относились соответственно к пленным, в отличие от вас, фашистов. Понимаешь? В смысле, ночи были за Россию? Говорил, чей он проект. Я не понял. Ночи не были, Арон, за Россию? А ты за дудаевцев? Да, конечно, я за Дудаев. Это наш первый президент. Ну да ладно. Что обо мне, да обо мне. Все, обо мне прекращаем обсуждение. Давайте говорить на темы. Сегодняшняя тема — Россия в огне. Горят НПЗ, топливный кризис, инфляция, колоссальные потери у российских. Российская армия бежит. В Белгороде, скорее всего, ввели уже чрезвычайное положение. Будут перекрыты все дороги. Бензина выехать на всех не хватит, друзья. Поэтому у кого есть возможность, выезжайте как можно быстрее. Из Белгорода, из Курска. Потому что это все будет перекрыто и будут бомбардировки всего этого. Для того, чтобы мирно избежать. Готовьте там провизию, готовьте подвалы. Это все очень-очень далеко зайдет, друзья. Ты резал русских. Мне нравится вот этот Листьев Владислав. Ты резал русских. Как же вы тупые, я вам скажу. Да? Вы убивали нас, мы вас не резали. 1-2 случая, которые специально ваши спецслужбы записали, чтобы
и нас провоцировать. Понимаете? Один-два случая. Это чистая провокация была. Чистейшая провокация. Один раз казнили 4 на видеокамеру. Есть доказательства. Я разбирал этот вопрос. Первую русско-чеченскую войну. 4 русских пленных задержали и казнили. Снимали на камеру. Камеру тогда найти было невозможно. Большой дефицит такая большая, да, на плечо клали, помните, камеры такие были. Это была одна казнь. Потом была, потом уже во второй русско-чеченская была, когда в Дагестан там заходили. Но вот в этом первом случае, по второму случаю я не могу сказать. Вот в первом случае 100% ваша русская провокация была. Этих 4 русских салаг подкинули через Ахмеда Закаева нашим бойцам, которые только вышли из боя. И потом этих 4 прибежали быстро, камеру принесли, сняли на камеру, убили этих людей. И после этого эту камеру, эту кассету продублировали, сделали вторую запись, спрятали ее, одну удалось уничтожить, Хамзату Гилаеву. И потом вот эту запись везде продавали, показывали, и Ельцин ездил по всему миру и рассказывал, какие чеченцы убийцы, вот они казнят 4 бедных русских оккупантов, которых нельзя было, категорически нельзя было их казнить. Это было преступление, которое было совершено российскими спецслужбами, кого-то в темную, кого-то напрямую со своими агентами против чеченского сопротивления. Это было, это правда. Это правда. Ну, мы не резали так, как ты говоришь, да? У вас очень ошибочное представление. Уже сколько троллей здесь собрались. Да, Ариф, это их будет много. Первый у меня 17 было. Начиналось, когда у меня 17 было. 16 было, 17, по-моему. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так. Ну, друзья, давайте будем говорить про великую горящую фашистскую Россию, а не великую Ичкерию и великого Шамиля Басаева, или, по-моему, Радуева. Радуева вообще в Буденновске не было. Олег, ты что-нибудь там поумнее, пограмотнее что-нибудь сказал бы. Автор, смысл вашего эфира. Ответь только на те сообщения, на которые вам заплатили. Я жду ответа. Евангелина Мирославская. Евангелина, ну можно понимать, что вы мне не заплатили, правильно? И раз вы такой комментарий гневный мне пишете, то мне точно вы мне не заплатили. Поэтому я вам отвечу смысл моего эфира. Дело в том, что фашистская Россия сейчас пылает в огне. Хорошо, что вы вернули меня к нашей теме нашего стрима. И поэтому я немножко перестану читать ваши комментарии и буду больше говорить о событиях, которые происходят.
Дело в том, что российские города сейчас массово атакуются НПЗ, атакуются дронами. Пылает вся основная нефтеперерабатывающая система России, парализована. Одновременно с этим я уверен, у меня нет никакой инсайдерской информации, но я уверен абсолютно, что будут еще сюрпризы для фашистской России. Одновременно с этим русские, российские добровольцы, которые находятся в составе вооруженных сил Украины, там, иностранных там, батальонов, как Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Вот эти россияне вошли на территорию фашистской России и сейчас ведут интенсивные боевые действия. На танках, на БТРах они зашли. Так что, друзья, именно эту тему я сегодня буду распространять. И я вам объясняю цель моего сегодняшнего эфира. Я хочу, во-первых, предупредить чеченский народ. Это, во-первых, что к чему мы идем, какая угроза им грозит, находящимся в фашистской России. Также я сегодня ночью делал видеоролик, в котором я обращался к кадыровцам, кадыровцам, другим, там есть не только кадыровцы, которых насильно забрали, всем, вот я и назвал этот ролик в кавычках кадыровцы, в общем, я имел в виду всех, кто сейчас воюет против Украины. Я призвал их всех сложить оружие, перейти на сторону Украины. Если командиры им оказывают сопротивление, закинуть этого командира себе в рюкзак и перевести его туда и сдать его Украине. Также, если есть возможность, берите танки, берите БТРы, берите все, что вы можете, переходите на сторону Украины. Вам за это заплатят крупную сумму денег. Я вот для этого, вот моя цель, основная моя цель моих стримов, всего, что я делаю, это для того, чтобы чеченский народ снова приобрел свои права, чтобы чеченский народ наказал виновных, а это есть наше право, потому что 300 тысяч наших граждан лишены самого главного права на жизнь. И абсолютно никто по этому поводу не парится в этом мире и не привлекает к ответственности. Кроме чеченских некоторых героев, таких как Юсупхаш Тимирханов, который замочил садиста и некрофила Буданова. Вот такие вещи, этим я занимаюсь. Меня интересуют права чеченского народа. Меня интересует защита чеченского народа. Я надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Так. Эти батальоны все уже на том свете, говорит Александр. Не знаю, Александр, на том свете или нет, и какая у них связь, я имею в виду интернет-связь. Но сегодня представитель Легиона Свобода России на территории фашистской России давал интервью. Не знаю, может у них оттуда напрямую связь. Но пока они живы, говорят, потерь у них убитыми нет. Поэтому, я им верю. Я им верю, чем вам. Сколько отпустили пленной Русни наглядно, но поменять, лишь бы от отрезан головах бандитами, своими же забыли, какой бандитизм создали повсюду.
Да, Шамиль, абсолютно так. Столько мы их отпустили, матерям их отдавали. Просто так матери приезжали, где ни в одной истории войны не было такого, чтобы мать приезжает на войну, она просит, и ей просто так отдают. И они нам рассказывают какую-то отрезанную голову. Вот такие они. Так. Легион Свобода России, он, по-моему. Не Свободная Россия, Кирилл. Или я ошибаюсь? Поправьте меня, если не сложно. Легион Свобода России он называется. Так, все, кто нормально думал, надо его фото отправить чеченским братьям, а то, походу, не в курсе какую-то новую историю впихиваю, какую-то новую историю. Кофейный герой. В кафе сидишь. У них не только моя фотография, у них есть все мои стримы, они все мои самые такие ярые сторонники и зрители. Так что все нормально, за них не переживай, да. Они ориентируются, когда надо вовремя текать, слушая меня, да. Скоро тебя. Ага. Мария, у вас такие мечты интересные вообще. Вы меня просто удивляете. Давайте, говорит, жалуйтесь на терроризм. Так я антитеррорист. Вы чё? Я против террора. Вы что говорите, жаловаться за террориста? А вы думаете, если чеченец, то он сразу террорист, что ли? Нет, нет, наоборот. Это россияне террористы. Вы террористы. Вы, ваша террористическая банда ФСБ, есть самое главное зло на этой земле, которое должно быть наказано. Нужно вырыть яму 3 метра, закинуть туда, залить туда вот эту вашу ФСБ и залить бетоном по самый верх. Вот это будет респектуха, Деон. Террористы. Ну так ты сидишь, призываешь к терроризму. Да как я призываю к терроризму? Я к антитерроризму призываю. Если бомбят по НПЗ российским, это антитерроризм. Украинская ЗСУ, украинская армия, это гуманисты, это правозащитники самые главные. Они мои коллеги, я правозащитник, кстати, если вы не знаете. И сейчас, в данный момент, украинская армия является самым главным правозащитником. О чем вы говорите? Ну, здесь, короче, одно и то же. Просто очень много, 1145 сейчас смотрят. Заходят люди, выходят, и вот из-за этого очень много, просто как вентилятор крутится этот. И все одно и то же. Ну, как обычно, оскорбления там, и вся вот эта туфта. Да, Ичкерия Сега, ЗСУ сила. Волчица, привет. Всюду приносили войны. Пусть теперь попробуют, и мне их не жаль. Юрка, не поверите, но у меня аналогичная позиция. Мне, конечно, мирных я категорически против, чтобы их погибали, убивали. Поэтому я хочу предупредить, если моя основная задача
это предупредить чеченцев, но также моя задача, чтобы и простые люди не пострадали, не погибли, конечно же. Ну, алейкум волчица. Так что, друзья, давайте... Ну, просто заваливайте вы комментариями вот этими своими, сказали, ну вот смотрите, когда ты им мешаешь какую-то работу, когда настоящий враг фашистской России, можно определить вот по этому чату, как они заходят. Посмотрите, другие якобы оппозиционные, которые, их симулякры, как у них бывает вот такой массированно, каждый день, каждый божий день. Не бывает, да. Ичкерия, топ, Израиль тоже, говорит, инва, нижнее подчеркивание, лид. А вы знаете, что чеченцы сначала были христианами в 12 веке? Станислав, я не знаю, конечно, были ли чеченцы христианами или нет. Я знаю, что в Грузии на территории, на границе с Ичкерией проживают чеченцы, христиане, до сих пор христиане. Вы, может, о них говорите, они как приняли, с тех пор, наверное, и исповедуют христианство. Они называются бацбийцами. Бацбийцы – это чеченцы, они говорят чуть-чуть на своем диалекте, на чеченском языке, но они христиане. Поэтому, а так, есть разные информация по этому поводу, но чеченцы еще во время пророка Мухаммада, благословит его Всевышний, тогда еще приняли ислам, что якобы они были, ходили представители от чеченцев к пророку Мухаммаду, мир ему, и с тех пор как бы определенная часть чеченцев уже исповедует ислам. Ну, это, я не знаю, насколько все это достоверно, потому что фашистская Россия делала все, чтобы истребить нашу историю, чтобы ничего у нас не осталось. Как-то так. Спасибо, Анна, за подарки. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, с Белгорода желательно эвакуироваться. Вскоре будет очень жарко. Да, Максим, абсолютно верно. Я убежден, что очень будет жарко. Самая большая проблема, с которой столкнутся россияне, это проблемы с дизельным и бензином, топливом в целом. Так как сейчас начнется, есть вероятность, что после того, как русские сейчас успокаивают, что все нормально, не волнуйтесь там и так далее. Они всегда так врут. Всегда, можете вспомнить, россияне, ваша власть вам всегда врет. Но когда начнется массированные обстрелы и широкомасштабные уже боевые действия, вот тогда начнется массовый исход людей, и в этот момент это и пробки, и это нету топлива, и абсолютно будут проблемы, это КПП, перекрытые дороги, плюс еще украинцы будут контролировать дороги, уничтожать там технику, и там можно попасть под обстрелы, когда будут обстреливать военную технику. Поэтому, конечно же, я советую всем уезжать куда-нибудь в деревня с больших городов, вообще уехать из Белгородской области. Просто такая ситуация, она предвоенная, очень опасная ситуация, и должны все понимать. Все должны понимать, что нужно сейчас готовиться к очень ужасным, очень серьезным событиям, друзья. Максим, да, ты прав абсолютно. Харькове желательно эвакуироваться. Так, Харькове, не знаю пока по Харькову, сейчас дела обстоят в Белгороде. Очень плохо. Очень все плохо. К сожалению, есть погибшие, мирные люди. И слава богу, что российская бандармия, она переходит на сторону, кто-то бежит, есть случаи перехода на сторону российской оппозиции, настоящей российской оппозиции. Кстати, вы обратили внимание, что самые ярые революционеры, которые якобы борются с фашистским режимом Путина,
в отличие от русской оппозиции, вооруженной русской оппозиции, которая с оружием в руках сейчас защищает русских и россиян, которая призывает не идти на выборы и не показываться на этих выборах. Ни в коем случае, вообще ваше физическое присутствие не должно там находиться. А вот Навальнята ничего не говорят по этому поводу. Вот молчат. У них, видимо, еще не поступил приказ. Потому что им нужно, и Ходорковский говорит, идите испортите бюллетень, там что-то сделать. Это все туфта. Как и Ходорковский, который, и как Навальнята пытаются спасти вот эту империю, фашистскую империю. Им нужно, чтобы Путин остался у власти. Потому что цифры будут нарисованы любые. Какие им нужны, они будут нарисованы. А когда вы будете вокруг даже избирательного участка где-то ошиваться, это все можно будет снимать на камеру и говорить, смотрите, как много людей приходит и так далее. А если будет абсолютно пустой избирательный участок, представьте себе. Вот представьте, вот у нас, например, во время широкомасштабной фашистской агрессии против Чеченской республики Ичкерия, русские оккупанты вошли в нашу территорию. С лица земли вы видите по всем городам, населенным пунктам Украины, как русские воюют. Они не захватывают города, они захватывают только руины. Сравняли с лица земли наш город Грозный, там превратили все в руины и начали проводить референдум. Представляете, да? И чеченцы не ходили. Были некоторые там коллаборанты, которые там где-то суетились. И все. И приезжали оккупанты, и они голосовали на участках. Потому что вообще никто не заходит, никто не голосует. А нужно хоть что-то было. А тут есть иностранные журналисты или просто журналисты наши какие-нибудь, которые из-под тишка, там, тихоря снимают этот избирательный участок. А туда за весь день никто не заходит. Понимаете? И все. И все, нет никаких выборов. Вот как нужно показать. А Навальному, Ходорковскому, им нужно, чтобы сохранился Путин, чтобы КГБ сохранилось, ФСБ сохранилось. Для этого они говорят, приходите на митинги. И настоящая оппозиция, русская оппозиция, российская оппозиция, это те русские парни и не русские парни, которые сейчас в Белгородской, в Курской области защищают права россиян. Вот самые настоящие русские патриоты и защитники русского народа. Так, давайте дальше. Куда бежать советуешь? Ну, Ислам, тебе никуда не надо. Ты жди, пока придут, и они тебе халифат устроят. Украинская армия и русские добровольцы вам устроят, что вам хотели, да? В Белгороде на выходных будет проходить референдум о вхождении в Украину. Отлично просто, да? Алена Андреева говорит, не переживай, мы с ЧВК Вагнер все решим. Алена, вы имеете в виду вот эти убийцы, которые нанимают, набирают людей обманом и отправляют на мясные штурмы? Вот это суперпрофессиональный Вагнер, про них вы говорите? Тех, которые забирают самых дерзких, самых смелых, это, между прочим, преступники, которые сидят в тюрьмах. Это самые смелые и самые дерзкие часть российского общества. Это люди действия. Криминал, это, конечно, это все плохо, это не обсуждается даже. Сам факт, характер человека. Берут самых лучших, самых именно для войны и бросают в топку так, что только лишь ваш этот лысый, которого потом ваши же замочили, Пригожин рассказывает о том, что 20 тысяч зэков вы там положили. Людей, заметьте, людей. Вот и зэки они, да, это люди, которых вы обманным путем обманули, что вы хотите им дать свободу якобы, и просто вы утилизировали самых дерзких, самых таких стойких. О чем вы говорите? Вы убийцы, вы людоеды. Большего людоедства, чем фашистская Россия, не существует на данный момент на земле.
Нормально, корт болбеш, а Хамасан дицен, хумшана диц дирдат. Дитца дай. Хай Хамас ёлчак давай, хай Хамасец вала. Хамас санил ублюдкшуй, внутреннее дело России беганвол. Цен хот ихучвега, хонохч сбелбол шват, хот хун уй шват, тхом юка, хот тоу шват, хо Хамас санил террористчен юка тоу шват. Чуя, нормально корт бол, са корт болбеш бубацазу, хайнак ботим хасунис. Хамасан адицнеш. Хамас террористчук, ублюдкшук, иш самый настоящий. حتسولا ويدويش خينات وقصخيات طولحون إش مكش بقون وكيرا دوغ داتسا نوخشي نوخشي ماتا يزي شمو نوخشي واتسا ومو خردو إست أسعيق جوكتي تبيت أسعيق خماس يوت ублюдок шьют أسعيق جوكتي تبيت. Ну да ладно, опять любят они меня переключать, короче, на Израиль, на Хамас там и так далее. Да. Ирина Мирина, тебя надо сдать Кадырову. Ирина, ну иди, сдай меня. Сдай, да. Это только за один Бахмут они 20 тысяч положили. Да, Максим? Да, абсолютно точно. Причем я, знаешь, Максим, иногда мне кажется, что это произошло после того, как я у себя в эфире сказал, что самые, кто может навести порядок в фашистской России, это зэки, что они могут, это Джохар Дудаев еще тогда сказал, что это люди, у которых есть честь, совесть, достоинство и какой-то кодекс, да, преступный кодекс, но он есть, в отличие от ФСБшников, от вот этих мерзавцев и негодяев. И после того, как я это сказал, они через буквально какое-то время, небольшое, неделю, по-моему, 2 не прошло, не помню точно, объявили мобилизацию, собрали вот этих зэков и начали отправлять на эту войну. Видимо, поняли, что оттуда им может быть угроза. Кадыров продает нефть в Москве. У Кадырова нету нефти продавать в Москве. Нефть во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия захвачена террористом Путиным, банковская система террористом Патрушевым. А нефть захвачена вот это, кто у него этот, кто занимается вот этой нефтью. Короче говоря, поэтому у него нет ничего. Сечин, да, странник Баркал, да, Сечин. O dünya değil, elimnak bu büyütse bu onları bu boğuşbol, boğuşbaş. Üşe beşe, üş arbu bu, sonohçu, so üş xena, sakam xıllık deş xena. Арбой буй, дунентюр, эйлемнах буй, царе внутреннее дело России бош, аддитанду. Цун дело сун ишхир бешвек буй, суна и внутреннее дело бошвек хит. Ночи ома бэлц докцелашвек хит. Цун дело шушай хамаси, мамаси, тикшу дагу, тхотрай ночи аддитлаш бегардуй, тходой шхена цахил дол вежри, тхуншу хирдац вежри. Эйлемнах хирбац, эйлемцна бубош беш хирбац, эйлемнах бэбэц. Üşe tani against you. Ne diyor? Tani against you. Som mu busalbsak, üş bu bat sunamsa busalbnak. So üş khena, so doy sakam khallak deş khena. Atnaq sakam khallak deş du boş sırılç. Üş busal buy. Busal veşaq sagat da diz boş bu. Sunamsa it üş busal ta. Все, давайте, надо лишь и курить, отвлекать тост. Один мюжгибить, ты швей, да? Мюжгибить свой. Давай, мюжгибить свой. ФСБ, ють свой. Давай, я машкой, хочу дули, мюжгибить твой. Давайте будем говорить о мюжгидион. 100% Ичкерия навсегда. 100%.
حچوانات بيتويشمو يحقوي شو سورنا بوسو بسقوها غازوتا دقل روحويش تاني حچوانات давай ويشمو قمل تو ويشمو как раз مشجي بيوش ФСБ ГРУ ишвич давай. Как ты думаешь, почему русские не любят Америку? Ну, айфоны на годы в кредит берут, но кушать и одеть и кушать. Да, отличное замечание, Павел. На самом деле Россия ненавидит тех, кто успешнее их. Вот и все. Давай я тебя сейчас подниму. Хотя целоса поднять. Бех мобил, давай, короче, умдиц, валла, мюжги бить, айс бить, босс, мюжги, дерез, просто своим Палестиной и Хамас, и ублюдки, что куча, и хамасовские террористы бить. От ин духуа, хайн, банца туич, мы говорили, масти яйца, ведь ушить. Эх, маши, ой, мюжги царю, мюжги мостры царю. Как ты думаешь, бля? Ассаламу алейкум, Асан, что думаешь по поводу Нурпаши Кулаева, который сейчас отбывает пожизненный срок за участие в теракте Беслана? Смотрел суд? Алейкум салам. Да, смотрел. Да, человек получил пожизненное заключение за то, что не воевал. Да, он пришел туда, испугался, как он об этом говорит, и после этого находился среди заложников. И когда некоторых заложников выводили, расстреливали, он заступился за этих заложников мужчин, за то, что их обстреляли и были убиты бойцы внутри. Были расстреляны несколько заложников, за то, что мужчин. И он находился с ним, он не дал некоторых расстрелять. И вот за это ему русские дали пожизненное. За то, что он не принимал участие, и за то, что он сдался. За это ему дали пожизненное заключение. За то, что сами с огнеметов и с танков расстреляли своих осетинских, хотя это не их, как мы уже поняли, расстреляли женщин и мужчин, ну всех детей, которые находились в школе, с огнеметов, в которые в здание вообще нельзя стрелять. Просто уничтожили все, сожгли. А Кулаеву, который выжил, дали пожизненное лишение свободы. Это Россия. Ему нужно было до конца бороться, понимаете? Вот что Россия. Чему меня Россия научила, что если ты против фашистской Русни выступаешь, идешь до конца, на смерть, то есть, понимаете? Другого языка фашистская Русня не понимает. Надо было ему умереть, а не сдаваться в плен. Но это даже хорошо, что он сдался в плен. Потому что Господь все видит, и Господь распорядился так, что он, находясь среди заложников, его брат, у него был брат без руки, который Кулаев тоже, Нур Кулаев, да, его фамилия была, он посадил его с этими заложниками, мужчинами, отдельно мужчины сидели, и их охраняли. И вот когда он сказал, что он не может, не выдерживает его психика, видимо, то, что там находиться, его брат посадил в эту толпу. И когда началась, вот уже бой произошел, все, и заложники выбегали, он, как кавказец, он вместе с этими осетинами вышел, а он спас нескольких осетин. Их всех там в госпиталь, там больнички, туда-сюда. И потом кто-то стуканул, что он чеченец, что это из тех, кто захватывал школу. Но его уже убить нельзя было, потому что уже всем стало ясно, что задержан, там 3-е, 10-е, и люди, которых он спас, они за него заступились. Сказали, подождите, его убивать нельзя. Если он бандит, террорист, сажайте. Но убивать его не надо. И благодаря тому, что Кулаев, Нурпаша, остался жив, и над ним провели суд, мы узнали очень много деталей в этом деле. Был процесс. Этого процесса не было бы, если все террористы погибли бы. А то, что один террорист остался, это очень-очень помогло. И теперь Европейский суд по правам человека прямо называет фашистскую бандармию и ФСБ и лично Путина убийцей вот этих детей в Беслане. Поэтому, что не делается, все к лучшему.
Что не делается, все к лучшему. Чеченец продался за американский бургер. Позор, Аллах тебя покарает. Сергей, ну, во-первых, американские бургеры очень вкусные, я тебе честно скажу, да. А во-вторых, мне ни одного бургера американцы не заплатили. Ты не поверишь. Американцы имеют такой высокий авторитет, что им даже не нужно ничего платить, а люди сами говорят: Америка, помоги нам. Понимаешь? Вот что я делаю и что говорю. До того у них высокий авторитет, что как вам, фашне, не нужно ничего платить и ничего не делать. Люди сами готовы поддерживать, потому что уважают эту страну. От души искренне уважают, понимаешь? Вы говорите по этой теме, очень интересно, которые там в Беслане, то, что были события. У меня огромный кладезь просто информации есть. Я вам могу выдавать информацию почти по любым вопросам. По всем не скажу. Слава Украине, героям слава, слава чеченцам. Спасибо, героям слава. حو هرقميلش ديش حيق الدوي كوست بي الولا بلا حو استحيل دوش بروكاتر وو يا يريف يا الخوف تعوني عدنك الشيشان تعوني عدنك ويا حج اوغا هيل دوش بروكاتر وو دات بروست بروكاتر واتسا سندلا أصعبان тусун координахаид дать хитрость чат. Лучше с тупым общаться, чем с таким хитрым, как ты, Дэл. Регдуй, халмахи итлах, просто я тебе это... Надоел мне тебя читать, да? Все виноват Путин, террорист. Совершенно верно. Не только Путин. Здравствуйте, вы чеченец? Да, я чеченец. Дело не в одном Путине. Россия империя. Она ведет империалистическую войну. Террористическое учреждение ФСБ ведет войну для того, чтобы те 75 лет, то, что наши отцы, деды работали, накапливали, КГБшники теперь между собой все это разделили, и теперь они хотят стать дворянами, новыми дворянами. Это самая классическая неоимперская война, которая ведется за Киевскую Русь, за историю украинцев. Понимаете? Именно об этом писал Джохар Дудаев, что Россия, что русизм — это человеконенавистническая идеология, которая паразитирует на истории других. Там много чего написано. Вот это очень важный момент, о котором говорил Джохар Дудаев. У них нет своей истории. Русский язык — искусственный язык. Русская нация — искусственная нация. Собрана из разных других наций. И они пользуются украинской историей. И для того, чтобы создать великую русскую империю, о которой мечтают КГБшники, им нужно взять Киев, не Донецк, не Луганск, не Бахмут, не Одессу. Киев им нужен. Без Киева у них ничего не получается. Ну, как они планировали, не получается. Потому что фейк, как все фейковое, у них будет фейковым. А раз это триллионы долларов, которые мы, наши отцы, деды, 3 поколения, не имея ничего в собственности, копили, теперь эти гибнюки, разделив это между собой, решили унаследовать и передать это все своим детям. А деньги колоссальные, триллионы. И эти миллиарды и триллионы им нужно железобетонно, чтобы они их остались. Понимаете? Железобетонно. А для этого нужна настоящая киевская история. Вот не повезло вам, украинцы, не повезло. Ваша история слишком славная, и вот каким-то боком они ее у вас ранее украли, и теперь они ее хотят дальше реализовывать в своих целях, вашу историю. Как-то так, друзья, как-то так. Давайте еще комментарии почитаем. Друзья, еще раз напоминаю, в Белгородской области, в Курской области и в Белгородской области и идут бои. Готовятся еще очень мощные удары. Я призываю всех
подготовиться к этому, эвакуироваться из Белгорода, эвакуироваться из Курска. Сейчас конкретно украинцы используют очень хитрую тактику. Очень хитрую тактику. Они наносят удар сперва по нефтебазам, они разрушают, на несколько месяцев останавливаются самые крупные нефтеперерабатывающие заводы фашистской России. Это еще только, я убежден, что это многоходовая такая цель такая партия разыгрывается. В заходят русские, россияне заходят с Украины, со стороны Украины на танках, на БТРах, военные отвлекают внимание, и в этот момент наносятся удары по НПЗ. Убежден, что еще будут какие-то сюрпризы со стороны украинцев. Будет коллапс, топливный коллапс будет. Запасайтесь бензином, запасайтесь там провизией, готовьте свои подвалы, вас будут обстреливать. По вам может быть нанесен очень мощный ракетный удар. И вот все остальное. Поэтому очень важно, чтобы вы подготовились. Я имею в виду мирных людей, потому что меня волнуют в первую очередь чеченцы, которые живут в фашистской России и на территории временно оккупированной своей страны, Чеченской Республики Ичкерия. Ну и, конечно же, я не желаю смерти ни одному простому гражданину, простому россиянину, который не причастен ни к чему и живет своей мирной жизнью. Абсолютно не желаю этого. И поэтому вы должны прекрасно все это понимать, друзья, что это очень серьезная эскалация. И этот год только начался. Это все будет эскалироваться и эскалироваться. Если есть возможность, особенно мужчины, которых будут мобилизовать, будет тотальная мобилизация, прячьтесь, уезжайте к деревне, к бабушке, в другую страну, куда угодно, по возможности. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, друзья. Спасайте себя. Передайте это всем, чтобы знали. Буданов герой России. Да, Буданов герой России. Буданов герой России, некрофил, насильник и садист. А герои России всегда такие, да, это так. Ассаламу алейкум из Казахстана, братан. Ночи, ты что? Много чего разговариваешь. Ты не Ораза, зачем? Алейкум салам, я тебя не понял. Напиши, пожалуйста, чтобы было понятно. Подхолопники. Да, терминатор, подхолопники. ФСБ тебя настигнет тебя. Федор Сумкин. Ты напиши нормально хотя бы. Как думаешь, Радуев был трусом? Ну что значит трус? Вот что значит в твоем понимании трус? А? Я не думаю, конечно, что Радуев был трусом. Но что значит трус? Это такое понятие растяжимое. Если ты берешь оружие в руки и проводишь такие диверсионные атаки, которые проводил Радуев, в которых участвовал, ну, как минимум, нужно иметь смелость это сделать, правильно? Поэтому, ну, что значит трус? Сегодня ты можешь испугаться чего-то в силу разных обстоятельств, а завтра ты можешь быть очень смелым и сильным. Поэтому такие понятия очень сложные, чтобы объяснить. Но трусом он не был точно, чтобы сказать, что этот человек трус. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Асан, говоришь плохо о арабах, да есть такие, многих кому не было надо. Но не забывай про эмира Хаттаб, который пришел нам помогать несколько своим братьям. Я не говорю плохо про арабов, опять же. Я говорю про арабских империалистов, которые не дают права на существование, отказывают, не давать они не могут. Они могут захотеть и убивать вот женщин, детей, обстреливать вот этими ракетами. Вот они это могут. Не дать они не могут. Но они отказывают в этом праве иметь свое государство. Поэтому я к арабам отношусь так же, как ко всем. Если я к русским хорошо отношусь,
то я не могу к арабам плохо относиться, да, по определению. Но я отношусь плохо к тем, кто лицемерит, кто говорит, что он хочет освободить Аль-Аксу, а заскакивает, убивает на концерте женщин и безоружных мужчин, а потом идет по домам и убивает и женщин, и стариков, и кто-нибудь, и собак, и все, что им попадется живое на своем пути. И прикрываться Аляксом. Вы знаете, ведь это название на день рождения Путина 7 октября, чтобы отвлечь внимание от Украины, террористы Хамас напали на мирных людей в Израиле, обозвав вот эту свою террористическую операцию освобождение Аль-Акса. Дело в том, что Аль-Акса находится совсем в другом месте. Совсем в другом месте. А не там, где они убивали женщин, мужчин безоружных и там детей и стариков. Поэтому эти вещи, я не националист, я не против арабов, я не против, опять же говорю, даже русских, которые совершили геноцид моего народа. Если они не имперцы, если они не претендуют на что-то, и они несправедливы в своих отношениях. Вот и все. Моя позиция очень простая. Я за справедливость. И я не делю человека ни по расе, ни по национальности, ни по религии. Если этот человек справедлив, он незаконно он обижен, ущемлен, или по справедливости. Вот как я сужу. Если это будут ичкерийцы, чеченцы, которые совершат такие же злодеяния, я вас уверяю, я их также назову. Потому что дело не в том, что он ичкериец или не ичкериец. Дело в том, что он совершает ужасный террористический акт. И мы не можем, поддаваясь на конъюнктуру сегодняшнюю, поддаваясь там на российскую пропаганду, сказать, что да, они там правы там или не правы. Потому что нам Россия так сказала, или потому что так выгодно сегодня, или все телевизоры нам об этом трубят. Нет, у меня есть своя голова, и я разбираюсь своим вопросом. Сам разбираюсь с любым вопросом, своей головой, то есть. Так, спасибо за подарки, Стелла, спасибо. Как будет действовать Кадыров после смерти Путина и политкризиса? Переподчиниться новому царю? Ну, по идее, конечно, если он сохранится, и ему удастся, но он не сохранится, у него нет шансов. Если не сохранится Путин, Кадырову шансы просто стремительно ну, стремятся к нулю, короче говоря. Я не думаю, что у него есть шанс присягнуть новому. Знаете, когда если он присягает новому, ему нужно в таком случае новому вот этому царю, или это должен быть Патрушев какой-нибудь, да, ему нужно тогда вот эти все грехи путинские, все вот эти преступления, которые вешали на Путина, новому взять на себя. А никто не захочет этого делать. Понимаете? Никто этого не захочет делать. Кадырова на мыло отправят после смерти его царя. Да, причем его русские и отправят. Так, Тавахкова, хочу ординарсон. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, алейхам, маршой. Радуев убивал дагестанских женщин, да? Женщин ты написал, или детей, кого-то там написал. Первый раз, конечно, слышу. Но вы любите врать. Вы любите врать. Умар Абухалет.
Ты такой смешной, КГБшный. Умар Абу Халид, да. Говорит, пишите жалобу про терроризм. Я тут террористов осуждаю, а вот эти КГБшные Умары Абу Халиды призывают писать за терроризм. Ну вы клоуны, ребят. Ну не будьте такими смешными, а то у меня весь стрим, каждый стрим у меня с хорошим, веселым настроением проходит. Аслан, не блокируй хейтеры, это ваш двигатель. Ну, может быть, ты прав. Арон, может быть, ты прав. Просто мне иногда надоедает некоторые такие умные вот эти тролли, которые заходят. Якобы умные. А почему у нас сзади флаг на флаге? А вот для того. Аслан, про Нагорный Карабах скажи что-нибудь. Говорил много раз, Хумаян. США восстают против Байдена, называют его диктатором, из-за которого погибают десятки тысяч мирных. И даже американцы пояснили за тебе, даже американцы пояснили за Палестину, говорит Олежик. Олежик, с какого рожна вы начали заступаться за палестинцев, за арабов, за мусульман? Вы только что в Сирии тренировались, убивая женщин, детей, бомбардировали. И вот эти все заступники Хамаса почему-то ничего не говорили ни про Идлиб, ни про другие города, которые вы с лица земли стирали. Какое-то у вас избирательное отношение к этим мусульманам. Да? Если Путину нужно, вы любите мусульман, не любите. Если не нужно, значит можно тренироваться. Представьте, ни одна сука в России не возмутилась из вас, когда ваш президент, так называемый, сказал, что бомбят, тренируются. Это самые дешевые тренировки у нас так выходят. Ни один негодяй из вас не сказал ни слова. А тут вы все как возбудились, как же вам там и так далее. Причем я не одобряю избирательные, не избирательные удары по гражданскому населению. Ни в коем случае. И единственная страна, которая отдувается в Международном уголовном суде в Гааге, это Израиль, которого сразу же привлекли, и он отвечает сейчас на все вопросы. Почему-то не Китай за уничтожение уйгур и вас всех защитников мусульман на защите уйгур мы не видели, которым запретили, между прочим, даже отмечать Рамадан, держать пост им запретили. Прямые нападки на ислам. Не лживые, как Хамас делает, убивает детей на день рождения Путина, чтобы отвлечь внимание от Украины, мировой общественности, и разжечь мировой исламский религиозный пожар войны. А настоящие именно за религию ущемляют уйгуров. Где вы, мусульмане? Где вы, поборники, защитники мусульман? Где вы? Нет у вас. Про Китай нельзя. Опасно. Друг России. Китай сам не любит церемониться. Ни Россия, ни Китай не несут ответственность ни в уголовном, ни в каком правовом порядке за геноциды, которые совершила фашистская Россия. В Ичкерии, в Грузии, Ингушетии, в Сирии, в Украине сейчас совершает. Ну и далее по списку. Где вы все, я не могу понять. Почему вы молчите? Очень интересно. Кто самолетами бомбил Югославию? Югославию бомбили самолеты НАТО. В первую очередь это были американцы. И, Господи, благослови Америку, что они взяли преступника Слободана Милошевича, Радко Младича и других негодяев и бандитов и осудили их. Кто-то там отравился, кого-то русские сами отравили и так далее, и так далее. Но сам факт, были спасены люди. Там был геноцид. Кстати говоря, боснийских мусульман. Где вы, мусульмане? Почему-то вы этот момент упускаете, что Америка спасла тогда боснийцев, которых весь мир оставил наедине с этими сербскими людоедами. Где вы были? Почему вы об этом не вспоминаете?
Сейчас в России все это будет. Друзья, вы должны думать о России, о себе. Вы не думаете, что происходит там в Палестине. Вы не думаете, что происходит там где-то в Африке. Вы думаете, что война пришла к вам. Красный петух войны, о котором вас предупреждал Джохар Дудаев, пожар уже пылает в фашистской России. И он говорил, а его слова все оказались пророческими. Он говорил, что будут пылать российские города. И мы свидетели, и я свидетель этому, и вы все этому свидетели. Пылают российские города. Пылают, и еще больше будут пылать. Но это же не из-за того, что мы хотим вас убивать, что мы какие-то садисты, мазохисты. Это вы садисты, мазохисты, и в это ответка вам прилетает. Ведь вы зашли на территорию Украины, ведь вы пришли на чеченскую землю, в Грузию, куда вы только не приходили. Перестаньте быть имперцами, оставьте своих людей, соседей, жить нормально, и вам не будут ничего прилетать. Все гениальное, просто, до безобразия просто. И будут гореть российские города, Джохар Дудаев. Совершенно верно. Ичкерия навсегда. Совершенно верно. Актеришка с наигранным акцентом. Кем вы меня только не называли. И теперь и акцент у меня наигранный. Да, я притворяюсь, что я чеченец. Я вынужден акцент имитировать. Желаемое за действительно принимаешь. Украина горит, следом все ваши убежища будут гореть. Инал Волков. Инал Волков. Да, Украина горит. Это совершенно правда, абсолютная правда. Она горит уже 10 лет. Сначала, как только ваши ублюдки, первые, вот этот Гиркин и все вот эти ублюдки зашли и подожгли Украину. Фитиль войны поджег я, сказал ваш Гиркин тогда. И странно, что 9 лет потребовалось, чтобы пересечь вашу границу и вам отвечать, чтобы у вас загорелось. Да, Украина горит. Но именно потому, что она горит, сегодня загорается ваша страна. Сегодня вы начинаете гореть, понимаете? Но когда же вы это поймете? Сами признаете ведь, Украина говорит, конечно, горит. А что она вам сделала до того, как она загорелась? Ничего плохого. Ничего она вам не сделала. Вы там как у себя, на России там себя жили. В Белгороде спецоперация. Да, Евгений, российская оппозиция вооруженная проводит спецоперацию на Белгородщине. Да. Наверное, буду сейчас присоединять ее к Украине, эту Белгородщину. Зачем воевать на территории Украины, когда можно воевать на территории Белгородской области? Самое глупое позволить дать воевать на своей территории, имея возможность перенести эту войну на территорию противника. И эта война разгорится и в Курской, и в Белгородской областях. И об этом я вас предупреждаю, жители Белгорода и Курска. Будут беженцы, будет сейчас кризис, топливный кризис. Бегите. Я отдельно, наверное, видео запишу, короткий ролик, чтобы обращением к белгородским, курским гражданам. Ваша вся Белгородская, Курская область будет гореть. Уходите. Сейчас же готовьтесь, спасайтесь. Все НПЗ будут сожжены. Нефти, газа, бензина, дизеля не будет хватать на всех. Цены вырастят, в 10 раз вырастут цены и на бензин, и потом все остальное по цепочке на все продукты. Все, уже они, украинская сторона, наша сторона, наша западная сторона, цивилизованная сторона, хорошенько подготовилась, несколько раз заходили, проверку боем проводили. Теперь началось все по-серьезному. Призываю всех, кто может уехать, уезжайте из Белгорода. Это будет зона больших, это будет большой театр боевых действий. Будут гореть, будут погибать. Это будет очень страшно, друзья.
У меня какие-то проблемы с зарядкой, друзья. Сейчас я постараюсь. Ай, посмотрим, сколько мы продержимся. Так что вот такие вот, друзья. Вот такие вот дела, друзья. Имперцам будет же абсолютно юзер. Это очень будет... Цены на жилье там стремительно падают. Игорь, это еще ничего. Они бесплатно уже никто брать не будет в Белгородское. Потому что все будет превращено в руины. Понимаете? Белгород будет стерт с лица земли, как стерт Мариуполь, Авдеевка и все остальные территории. Поэтому я, как правозащитник, обязан предупреждать всех людей. Может, это украинцам даже не понравится, то, что я делаю. Но меня волнует правовая сторона вопроса. Нет, сейчас бензин все подорожает. Вы не сможете просто выехать из своих территорий. Поэтому нужно это делать сейчас. Не ждать, когда все это произойдет. Когда уже будет поздно. Когда украинцы перекроют дороги и будут расстреливать военные колонны, которые будут заезжать, и вы можете пострадать. Мы, как чеченцы, знаем, что такое война, обстрелы, и мы знаем, что нужно эвакуироваться. Сейчас мы это знаем, уже имея опыт. Нужно до этого эвакуироваться, а не после, когда все начнется, и когда вы уже не сможете эвакуироваться. Понимаете? Ассаламу алейкум, Асан. Ассаламу алейкум. Асан Рамхойн. Игуетиш Рамхойн. Муах. Герман Воша Бигар. Ве Ханс Бигар бо Мюжги Муах. Вен дох да кочер дуй. Human. Частенер Human. Кэч дикхирдер вен, конечно. Дох да кауэц. Я бол би чуть о дикхирдер, но алейкум ассалам алейкум. Сейчас пока рано об этом говорить и не публично. Да. Козацкому роду нема период слава Украине. Героям слава. Запасайтесь тачками, водой, надевайте очки и приобретайте велосипеды. Ройс, дельный совет, он очень ценен. Но один большой имам Ичкери Шамиль рассказал, что его украинских школ заставляют песни петь. А какой имам Ичкери? Что за имам Ичкери? У нас нет такого имама Ичкери. Да? У нас уже был один имам, хватит нам. Нам нужно восстановить наш детство. Совершенно верно, конечно. Так. Мы уже почти побили рекорд. Сейчас нас было более 2000. Сейчас почему-то сейчас нас снова стало меньше. 1500 нас всего смотрят. Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Мы должны, чтобы услышали нас. В Белгороде нас услышали. В Курске услышали. В городе Джахаре, временно оккупированном, нас услышали. Мы должны донести до людей правду. Потому что люди не знают правду. Они должны услышать нас. Чтобы избежать меньше, чтобы жертв. Путину и ФСБ выгоднее, чтобы больше жертв было среди россиян. Это мотивирует остальных, если у кого-то родственник погибает. И им эскалация, кровь, это их естественная среда, учреждения ФСБ. Мы должны поэтому как можно больше предупредить людей, понимаете? Верите, что Чечня будет свободна? Конечно, милитари. Я бы здесь не сидел бы, если бы я не верил бы. Понимаешь? Так, что это?
Ты плакал. Дудаев умирал, Аслан Масхадов смеялся. Что-то я не понял, хакер. Что ты сказал, хакер или хекер? Из-за тебя только потери больше. Ты же понимаешь, что таким высказыванием, что Россия будет гореть, а ты наоборот у людей вызываешь патриотизм, желание идти на войну в Украину. Ну, может быть, я, конечно, вызываю у них этот патриотизм, воевать и так далее, но мне кажется, больше, чем мои слова, у них должны вызывать патриотизм то, что террорист Путин взрывает их на протяжении всей своей вот этой президентской власти. Вот террористическое учреждение ФСБ в 99 году взорвала своих же женщин, детей, стариков, спящих в своих домах. Поэтому я не думаю, что мои слова, наоборот, я наоборот помогаю русским, я спасаю русских, понимаешь? Несмотря на то, что вы над нами сделали, я спасаю их, я их предупреждаю. Предупрежден, вооружен, понимаешь? Поэтому я хочу предупредить людей. Я хочу сказать, что террористическое учреждение ФСБ это враг русских в том числе. Я хочу это им донести до этих русских, понимаешь? И те россияне, русские, которые сейчас со стороны Украины на танках пересекли границу своей страны и зашли в свою страну, вот эти русские есть освободители и спасители. Причем я не знаю, насколько они освободители по отношению к чеченцам. Я абсолютно не вот чтобы вы понимали, что я не по их заданию тут сижу и еще что-то. Наоборот, я к ним предвзято отношусь, потому что они русские националисты, и русские националисты и воевали у нас, и много чего над нами плохого делали. Поэтому, но несмотря на это, мой долг как правозащитника и как порядочного человека сообщить, что в Белгороде будет страшная война. А то, что вы сжигали наши села, и мы говорили о том, что петух войны, красный петух войны к вам, каждый дом войдет, об этом Джохар говорил. Ну, я вынужден констатировать Джохара Дудаева, цитировать то, что говорил Джохар Дудаев. Потому что это правда. Респект от горского еврея. Салам, горский еврей. Салам. Привет, привет. Эльдар, Днепр, привет. Тебе пора отправиться к Джохару Дудаеву. Ну, знаешь, жизнь и смерть не в наших руках. Господь определит, когда умереть мне. А если я отправлюсь к Джохару Дудаеву, если честно, чтобы не видеть вот эти ваши КГБшные рожи, быстрее бы увидеть лицо Джохара Дудаева, его светлый лик. Если честно. Вы уже меня достали просто. Ну, я немножко задержусь, друзья. У меня очень интересное намечается событие. Я немножко задержусь, если вы не возражаете, да? Ичкерия, привет, привет, юзер, привет, привет. Так, нас смотрят 1514 YouTube и 118 человек в TikTok. Друзья, пожалуйста, распространите все вместе ссылку. Давайте резко увеличим наших смотрящих. Ты поддерживаешь Палестину. Почему я должен поддерживать Палестину? Я поддерживаю Ичкерию. Зачем мне поддерживать Палестину? А? Палестина, между прочим, для неграмотных, Палестина это и Израиль тоже. Это территориальное обозначение как Кавказ. Поэтому вы определитесь, вы сектор Газа имеете в виду, арабскую часть Палестины имеете в виду, или Израиль на территории Палестины имеете в виду. Более чуть-чуть грамотно вопросы задавайте, чтобы я понимал, что я имею дело не с слабоумными, а с реально не с троллями, а с реальными людьми, с умными людьми. Дай Аллах тебе спасибо. Был шанс свергнуть Путина, когда Вагнер шел на Москву. Не было ни малейшего шанса, когда Вагнер шел на Москву. Потому что Вагнер не шел свергать. И вот эти трюки, которых фактически обманули многих.
Я изначально говорил, что это все туфта самая настоящая. Не будет свергать Пригожин ничего. Пригожин человек Путина был. И все это туфта была, если честно. Не пошли, ничего, это все была инсценировка. Ну что вы, ну одно и то же. Я вас просто банить не хочу, но... Так, друзья, ну давайте я сейчас чуть-чуть новости посмотрю, чтобы было немножко понятно, что происходит, потому что мы уже сколько в эфире, 1,5 часа, больше даже. Спасибо, спасибо. Что скажешь про комментарий? Так, это уже было. Приезжай в Израиль. Здесь у тебя много друзей. Я знаю, юзер, я знаю. Обязательно приеду. 100% приеду. Обязательно. Так, подождите. Что у нас рассказывает Легион Свободы России? Легион Свободы России показал уничтожение 2 складов БК в Теткино. Российским добровольцам удалось уничтожить сразу 2 состава БК оккупантов Теткино Курской области. Сообщаю, это потихонечку успехи есть. Парни работают. Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино, пишут российские добровольцы. Следует отметить, что в настоящее время бойцы Легиона Свободы России продолжают действовать на вражеской территории. Накануне мы сообщили о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской области с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них 1,5 часа времени. Прорыв границы РФ. 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами Легиона Свободы России, РДК и Сибирский батальон. Сообщалось о заходе добровольцев с Курской и Белгородских областях. Отметим, что 13 марта российские добровольцы уже анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жители указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы Легиона Свободы России заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области. И предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага. Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на прилеты. Тем временем российские СМИ заявляют, что якобы прорыв ДРГ в Белгородской, о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Срочные важные сообщения о войне и так далее. Ай. Ради похода на Москву все и началось. Кстати говоря, я вчерашний свой стрим назвал «Русские идут на Москву», я назвал сегодня стрим. Я не знал, я никак не связан с этим Легионом Свобода России, РДК, вообще я не связан. Я просто предположил, что они по заданию, потому что в Кремле сидят главные убийцы и террористы, Лубянка главные убийцы и террористы, значит они должны идти туда. И я написал такой заголовок себе. Захожу вчера и сегодня в интернет, читаю, и оказывается, реально парни шли на Москву и собираются идти, и пойдут на Москву. Просто вставай, Россия, вставай, русский народ. Хватит уже вас, и так утилизируют в огромном количестве. Если вы не станете за своих русских, вот этих россиян, которые пришли вас освобождать, то завтра вас отправят воевать в окопы против НАТО. Против украинской армии. А украинская армия, мышей, она тут
церемониться не будет. Да? Жаль, что Америка не воюет, она бы дала бы жару. Это точно, Америка даст жару, не волнуйтесь. Все будет, друзья, все будет, идет к этому. Все идет к этому. Ну, давайте я вам еще прочитаю одну интересную статью. Это представитель Свободы России, Легиона Свободы России. Российские добровольцы 12 марта начали рейд на территории России. Они хотят свергнуть путинский режим. В Легионе Свободы России заверили, что поход на Москву это лишь вопрос времени. Значит, немножко откладывается, да? Но ничего, да. Доброволец Легиона Свобода России Алексей Барановский рассказал в разговоре 24 каналу, что надеется на скорейшее воплощение этой задачи в реальность, что препятствует добровольцам пойти на Москву уже сейчас. Читайте далее в материале. Россиян призывают выезжать. Вы заявляли, что вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске, откуда обстреливают Украину. Вы призвали всех гражданских покинуть эту территорию, чтобы избежать жертв. Выезжают ли сейчас люди? Проводится ли эвакуация? Что вообще происходит после этого заявления? Глядя на панику в российских соцсетях, наша информация получена. Как уже люди поступают. Это их решение и ответственность. Все взрослые люди. Надо понимать, что сейчас состояние войны, которую начал Владимир Путин. Война сначала пришла в мирные украинские города, а теперь война приходит в российские города. В отличие от Владимира Путина, нам не наплевать на мирных жителей. Поэтому мы, собственно, предупреждаем жителей Курска и Белгорода. Предупреждаем жителей Курска и Белгорода, что по военным объектам на территории этих городов будут нанесены сильные удары с воздуха. Соответственно, эвакуируйтесь, мы вас предупреждаем. Друзья, я об этом и говорю. Они сейчас просто о деталях говорят, а я как человек опытный, который жил под русскими бомбардировками, знаю, как это происходит. Так не бывает, что да, мы мирные, нас оставят. Нет, идет, когда бой начинается, там идет просто все, в ход идет. Поэтому, а вот он конкретно уже тут говорит, что будут нанесены удары. Конечно же, нужно эвакуироваться как можно быстрее. Мы видим, что те, кто живет близко к военным объектам, пусковым площадкам, они действительно воспринимают эту информацию серьезно. Это так и есть. Есть определенные движения, однако спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы предупреждение сделали. По-моему, они меня смотрят. Он повторяет моими выражениями, все говорит. Шучу, конечно. Намерение идти на Москву. Боец Легиона в одном из интервью сказал, что Свобода России собирается идти на Москву. Слышали? Якобы это вопрос нескольких месяцев. Расскажите о вашей цели по состоянию на сегодня. Если они говорят, друзья, это мои догадки, если они говорят о том, что через несколько месяцев они собираются идти на Москву, значит они собираются несколько месяцев воевать в Белгородской области и в Курской области. Вероятно, еще куда-то распространится эта война на территории других соседних, например, Брянской, Орловской области, тоже очень интересные направления. И тоже очень много проукраинских там людей живет. И живет думающих людей. Ведь туда пришли не украинцы, а русские, которые хотят вас освободить, не вырезать вас, не взять вас два раба, как вы говорили там, украинцам. Не для этого они пришли. Они сами об этом говорят. Свобода слова. Свобода выбора, настоящая демократия. Вот о чем они говорят, понимаете? И при том, я еще раз напоминаю, я не на их стороне, вот на этих русских националистах, потому что они еще по чеченской позиции еще свою не сказали мне. Просто я исхожу из складывающихся обстоятельств. Понимаете? Чтобы вы меня с ними не ассоциировали. Потому что завтра получится, что они будут выступать против моей Ичкерии, а я за них тут топил, получается. Нет, я не за них топлю. Я топлю за простых мирных русских, россиян. В первую очередь я топлю даже не за Россию, а за чеченцев, которые проживают. Но сейчас это касается Белгородской, Курской и других областей. Это русские территории, российские, там, российско-украинские территории. Это их касается в первую очередь. Поэтому я говорю всем, спасайтесь, что-то делайте, друзья. Не сидь, просто так не рассосется. Только-только все начинается.
Долбили 2 года по Украине, 10 лет по Украине. Теперь 10 лет придется потерпеть и на себе то же самое. Военторг НАТО для всех открыт 24 часа. Да, Виктор, совершенно верно. Так. Что думаешь? Так. Так. Ну вот, видите, тролли сразу пришли, начали тут оскорблять меня, туда. Я пытаюсь объяснить людям, предупредить людей, чтобы они были хотя бы как минимум информированы. А они заходят и начинают там разную чушь нести. Ну, это, конечно же, тролли будут так говорить. Им правда не нужна. Им нужно, чтобы Путин выжил и так далее. А Путин не выживет, понимаете? Дело в том, что фашистская Россия ведет войну против цивилизации. Нынешней цивилизации, англосаксонской, а западной, если в общем взять эту цивилизацию. Потому что не только, нужно признать, что не только англосаксы носят и развивают эту империю, эту цивилизацию. И эта ситуация, которая сейчас развивается, она очень-очень плачевна для фашистской России. Россия не может победить, варвары не могут победить развивающуюся супердержаву, суперцивилизацию, понимаете? Они говорят, у них какая-то русская цивилизация там и так далее. Нету никакой русской цивилизации. Вы всегда были частью западной цивилизации, европейской цивилизации. И сейчас вы сами из нее исключились. Только потому, что КГБшники награбили все, что наши отцы и деды заработали, и решили поделить между собой, воссоздав там новую империю. И что ты скажешь про Палестину? Я скажу, что ты Палестину в слове сделал 2 ошибки. В слове Палестина. ФСБ награбили. Да, совершенно верно. А ты с чьих кровей? Я чеченец, чистокровнейший, да он. Ты сам кто какой себя цивилизации приравнял? Я к себе к западной цивилизации приравниваю. Денис Степаненко, мне очень нравится, когда вы говорите мужчина, не мужчина, там, третье, десятое. Когда ваш Грачев сказал Дудаеву, давай там встретимся туда-сюда. Дудаев его послал, сказал, ну, знаете, что русские всегда кинут, подставят, никогда не по-честному Грачев с ним драться не стал бы. Тем более Дудаев у нас был каратистом, а Грачев был алкоголиком. И он ему сказал, Грачев ему сказал, ты не мужчина, да, сюда. И Джохар ему сказал,
Ты своей жены спроси, мужчина я или нет. Вот каждый раз, когда вам такое пишется, мне хочется вам напомнить слова Джохара. Да, Денис, спроси свою жену. Она точно меня знает. Дикий, тебя тоже это касается. Что ща, ваххабит? Честно вам скажу, я живу в Ростове, и даже страх здесь что-то написать, такое государство в России. Арт-Сим, я знаю, о чем ты говоришь. Я отлично знаю эту ситуацию, поэтому мой канал запрещен на территории фашистской России. Поэтому именно вот эти российские добровольцы из батальона Сибирский, РДК, там, Легион Свободы России, эти люди а, не мои друзья, я не их сторонник, чтобы вы понимали. Но они за вас выступают, они дают вам альтернативу, они дают вам свободу, которую в начале, при развале Советского Союза, какую-то свободу тогда начали получать люди. И расслабились, и думали, что это само с неба падает, и оно так будет. Нет, так не бывает. Ее нужно охранять, эту свободу, эту демократию нужно защищать, эти права, свобода слова. Вот это все нужно охранять и защищать. А вот не смогли. Вот поэтому ты, вот и я, человек, который жил в фашистской России, знает, что как этого не хватает, когда ты не можешь сказать. И вот тогда появляются такие люди, как я, когда уже тебе не дают сказать, и тебя перекрывает тебя кислород, и тогда ты начинаешь говорить. И даже то, что ты не говорил бы, когда у тебя была бы свобода слова, ты не позволил бы себе сказать это, вот ты начинаешь это говорить. Потому что уже перешли все рамки, задушили, просто задавили полностью, как только могли. Где Америка, там разруха, пишет Дивазур. А я тебе возражу, Дивазур. А знаешь почему? Я тебе не одним примером привожу, а 5 примерами тебе привожу. Северная Корея, Южная Корея. Япония, которая была разрушена Соединенными Штатами в том числе. Западная Германия и Восточная Германия. Обрати внимание, какие у нас еще примеры есть. Ну, огромное количество этих примеров можно приводить. Куда приходит Америка, тоже Югославию посмотри, что там было, когда там были сербы, орудовали. Ну и так далее, и так далее. Там, где Америка, там цивилизация, инновации, финансы, инвестиции, человечность, Адамалла, по-чеченски это будет Адамалла, Адамал. Человечность есть в американцев. Здесь, в западной цивилизации, она бы не стала бы той цивилизацией, которой она сегодня является, англо-американская или западная цивилизация, если бы она не была гуманной, человечной цивилизацией, она бы была такой же загнивающей и вонючей, как фашистская Россия, если бы она не была бы человечной. И никогда бы она не стала тем, кем она сейчас является. Вот что является и Америка, и западная цивилизация. И я себе, своим детям, своему народу желаю именно хорошего развития, лучшего образования, лучших технологий, лучшей медицины, лучших социальных гарантий для себя, в том числе в старости. И так далее, и так далее. Конечно же, человечности. Так, друзья, давайте я немножко перемотаю. Ну, опять, вот я удивляюсь вас. Наверное, надо что-то сделать. Наверное, здесь какие-то есть, наверное, условия, чтобы... Вот здесь и временные метки ставятся. Отлично.
Так. А ты что думаешь по поводу конфликта Карабаха между армянами и азербайджанцами? Это очень сложный вопрос. Ну, как бы, чей Карабах, это не вопрос. Это Карабах, это азербайджанская земля. И то, что это азербайджанская земля, армяне показали, как все вместе встали и ушли с этой земли. Это прекрасно демонстрировал. Ни один человек, да, кого преследуют, кого там убивают, конечно, тот выйдет, там, эвакуируется. Но старики, женщины, там многие, кто останутся, бабушки, дедушки останутся. Никто не остался, все подчистую встали и ушли. Поэтому, конечно, это Карабах азербайджанская земля. Но дело в том, что Алиев это не демократический президент, а Пашинян это демократический президент или премьер-министр. И вот возникает такая вот ситуация. Всю жизнь армяне были форпостом России на Кавказе, убивали кавказцев, служили России, были такой, как и осетины, пятой колонной внутри Кавказа, кавказской нации, подлостью, коварством наносили удар, вред Кавказу, чтобы мы не могли отсоединиться и жить свободно от фашистской России. А сейчас армяне, как неглупые люди, выбрали правильного Пашиняна и взяли курс на Запад. Азербайджан, который не был коварен и подал Кавказу, который помогал чеченцам, лично чеченцам азербайджанцы помогали, просто на человеческом уровне азербайджанские люди, они очень дружелюбны и открыты чеченцам, и мы их уважаем за это, и любим их так же, как они помогают, уважают нас. Ну, в общем, конечно же, всякие эксцессы бывают, и разных случаи бывают и среди армян, и среди азербайджанцев. Ну, вот такая вот двоякая у меня ситуация по отношению к Карабаху. Вопросов нет, это азербайджанская земля. А вот к армянам у меня двоякое отношение. В смысле, не как к этносу, а к их политическому отношению к тому, что они всегда были форпостом, а сейчас, когда фашистская Русня загнивается, армяне, как неглупые люди, выбрали правильную сторону. И это делает честь армянам. Но как нам относиться, к нам, чеченцам относиться, или к другим людям относиться к позиции армян, ну, это нам нужно еще вырабатывать. Армяне должны извиниться. Передо мной лично, в том числе, даже американцы извинялись. Украинцы, русские, все извинялись. Никогда ни один армянин не извинился передо мной и мне не сказал, что мы виноваты. А я считаю, что армяне были большой вклад вносили и во время Кавказских войн, больших тех русско-имперско-чеченских войн, Кавказских войн. И вот в этих войнах армяне себя показывали всегда на стороне России. А территории наших братьев-адыгов, черкесские земли, которые были вырезаны просто. И Красная Поляна называется Красной Поляной, потому что она была красной от крови адыгов, черкесов. Сочи и вот эти все места, армянские полководцы, армянские войска и устраивали резню, и убивали, и вырезали кого только возможно. И им за эти земли, почему в Пятигорске, в Сочах много живет армян? Потому что это потомки тех оккупантов, колонистов, которым раздавали земли после того, как они для царя завоевывали эти земли. У царя не было людей заселить эти земли, а армяне заселялись и обороняли эти земли. И причем это самые такие красивые, одни из самых красивых мест на нашем Кавказе. И эти вопросы у нас у всех, и у адыгов, и у черкесов, и у чеченцев, и у грузин, и у азербайджанцев возникнут к армянам. И армяне должны с этим вопросом тоже как-то понимать и как-то разъяснять свою позицию. Как-то так я это вижу. Где каждый извиняется. Извинялись, я говорю, не сейчас извиняются, извинялись.
Извинялись. Очень много извинялись. Все народы извинялись. Понимаешь? Даже был случай, ну, русский, понятно, что на митинге там русский на колени встал. Вот здесь, в Европе, стал русский на колени, по христианской традиции попросил. Ну, это был рядовой русский, и честь и хвала ему. Я большим уважением отношусь к такому человеку. Но это должен сделать лидер русских. Он должен, как Вилли Брандт, стать на колени и извиниться. А армяне не извинялись никогда. Армяне даже не считали. Армяне нам говорили, что они кавказцы среди нас, а среди русских они говорили, да какие мы, кавказцы? Мы за Кавказье, мы первые христиане, мы там этих чурок ненавидим, это мы и так далее. Ну, мы все это помним, знаем и так далее. Это не русский был. А кто это был, Аби? Кто это был? Так, здравствуйте, Асан. Подскажи, как можно быстро попасть в Грузию из России, особенно в условиях приближающей тотальной мобилизации? Sounds like hell. Здравствуйте, sounds like hell. Быстро, если вообще очень быстро, если граница перекрыта, особенно после того, приближает тотальная мобилизация. Если граница в Грузии не перекрыта, вы приезжаете в Владикавказ, или прилетаете в Беслан, аэропорт Беслан, Владикавказа, платите $100 таксисту, и он вас везет до Тбилиси. Или сейчас, я не знаю, какие там расценки у таксистов будут, может $200, может $300. Берете себе такси и едете, все, никаких вопросов. Я думаю, что так и должно быть, мне кажется. Надо уезжать, надо как можно быстрее. Уважаемый Асан, вы согласны, что за Хамас, за устроенной им резней в октябре, просто последующей за этим войной, присутствует рука кремлевских нацистов? Конечно, я об этом с первых дней трублю, кричу и распространяю эту информацию. Конечно, 100% однозначно я убежден, как в любом преступлении всегда нужно искать, кому это выгодно. Выгодно это было точно не арабам Палестины, которых сейчас утюжат, и они знали, что евреи 3 поколения, и женщины, и мужчины служат не для того, чтобы какие-то там террористы заскакивали и убивали женщин, детей. Они не для этого служат. Это точно. И арабы знали Палестины, и мы это знали. А вот Хамас своей движимой, своей ненавистью, накачиваемой ненавистью, был использован именно 7 октября, в день рождения Путина, как подарок Путину, российско-иранская ЧВК задействована, чтобы разжечь мировой пожар религиозной войны. План такой, планы грандиозные у КГБшников. Это вообще, это сказочники еще те, они где-то там в 5-й, в 6-й палате обитают, изображают из себя Наполеонов, там великих каких-то там Петров первых, не знаю, правда, насколько великим был Петр Первый. Ну вот из себя изображают. И вот, да, это был чисто 100%, нисколько я в этом не сомневаюсь, это была провокация, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. И план был разжечь мировой пожар революции. Мировой пожар религиозной революции, где были уже подготовлены, уже все готово. Еще даже эти идеи не оставлены. Надежды еще борются, они еще продолжают. С африканских стран, здесь в Европе, в том числе с России, использовать разных религиозных фанатиков, религиозных там неграмотных молодых людей для того, чтобы 1-2 теракта провести. И, кстати говоря, здесь провели. Во Франции был убит учитель россиянином, еще там произошли несколько таких эксцессов, но, слава богу, это все быстро пресекается, и такого пожара не получилось, слава богу, слава богу. Я как армянин говорю, что мы не кавказцы, мы индоевропейцы. Давайте, Гран, если то, что вы не кавказцы, понятно, потому что кавказцы это европейцы. В Америке, между прочим,
если ты посмотришь за новостями, когда у них там говорят, когда задерживают, преследуют там какого-нибудь преступника, они говорят там чернокожий, например, да, раса, черной расы, там еще другой расы, там латиноамериканец там и так далее. Когда говорят про белого человека, говорят кавказец, кавказская раса, Caucasian race. Поэтому европейская раса – это кавказская раса. Вы, если вы будете или индусами, или европейцами. Поэтому давайте вот эти свои, вот эти слишком умные армянские вещи вы оставите в стороне и будете разговаривать как с адекватными людьми. Вы определитесь, вы европейцы, или же вы прорусские, или вы русские. Это у вас так перемешано, что вы сами даже уже, я боюсь, не знаете, где ваша история настоящая. Кстати говоря, вы много у нас говорят историю скоммуниздили. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы тоже будем поднимать. Но все в рамках закона, уважительно и так далее. Я никаких угроз вам не выкидываю. Все как положено, но если у вас есть хорошие музеи, там говорят, и там много есть полезно, и ваши армянские ученые, историки некоторые говорят, что там есть много полезного для нас. Поэтому я вот в этом смысле имею в виду. А так с вами ругаться вообще никакого желания у меня нет, друзья, если что. Так. Как ты относишься к русским? Ответь. Я отношусь ко всем так, как они относятся ко мне, к моему народу. Русские империалисты. Если среди них есть люди, которые не против того, чтобы моя страна, мой народ жил свободно, я к нему отношусь абсолютно так же, как я отношусь к любому другому человеку. Но если он имперец, ну тогда извините. Я американо-англичанин. Да, да, да. Когда вернете землю ингушам и дагестанцам? Это ты мне, что ли? Ну ладно, это такой хороший такой троллинг, чтобы стравить. Но у тебя ничего не получится. Мы с ингушами разберемся, это вообще ничье вообще собачье дело. Это чисто между нами. Братья между собой выясняют, пожалуйста, свиное рыло в наш калаш-снаряд не сувать днем. Осетины это ингуши? Нет, конечно. Осетины это не ингуши. Мишка Евсюков. Это тот, который у нас в Чечне воевал? Мишка Евсюков. А ну-ка, признайся. Какие социальные цели вы видите на территории Кавказа? Из Легиона Свобода России беспокою. Антон, что вы имеете в виду социальные цели? Что вы имеете в виду? Не понимаю вашего вопроса. Пожалуйста, можете мне его развернуто задать? Так, потерял я, короче, здесь уже. К Дагестану хорошо отношусь. Не надо меня спрашивать, как ты... Я ко всем хорошо отношусь, друзья. Просто посмотрите, как вы относитесь к уничтожению целого народа, и тогда вы поймете мое отношение к себе. И все. Все очень просто. У меня вообще нет никаких проблем. Ни с национальностью, ни с религией, ни с расой. Елена, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Ирина. Когда Ичкерию переименовали в Чечню? Расул Бахтиев. Я не знаю, когда Ичкерию переименовали в Чечню. Такого переименования мне вообще не было. Ичкерия, не Эчкерия, Ичкерия. Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия существует с 91 года. Ну, она, Ичкерия, слово получила в 94-м, 15 января. Ведь арабов ты недолюбливаешь. Нет, я не недолюбливаю арабов. Не надо мне приписывать то, что я не говорил. Хорошо, я не делал. Дело не в арабах. Дело в хамасовских террористах, которые пришли, и в арабском империализме. Если араб не мечтает покорять других и живет своей, созидает на своей земле, вообще мне они не интересны, вообще никак. Особенно имперцы. И все. А люблю, не люблю, недолюбливаю. Нет, этого нет. Нет. Я не люблю, когда нас пытаются. Например, турки пытаются нас использовать там под разными соусами. Мне это не нравится. Когда, прикрываясь религией, играя на чувства мусульман, это манипуляция, это лицемерие, это обман. А я против этого. Нас русские и так очень много обманывали. Сейчас не хватало нас, там будут там арабы, там турки. И эти тоже по силу, по мере возможности нас обманывали. Но моя задача, чтобы нас не обманывали. Для этого я вот сижу и разъясняю чеченцам и всем остальным, как я вижу эту ситуацию. Но я понял, что флаг американский вам очень не нравится. Надо будет еще один прикрепить, точно, да. Так, друзья, мы уже... Сколько? 141 минута. Да? Ну, давайте еще 9 минут добьем и 2,5 часа, я думаю, на этом можно прекращать. Сейчас смотрят 1100 нас человек. Пожалуйста, распространите ссылку. Распространите ссылку, друзья. Давайте. 124 нас смотрит, 127 смотрит в ТикТок, 1157 смотрит в YouTube. Так, друзья, спасибо за ответ. Друзья, и можно вас попросить, украинцев можно попросить, там, кто... Вот у нас сегодня состоялся очень такой хороший, длинный стрим у нас состоялся. Я думаю, несколько сот тысяч просмотров у нас сегодня уже набралось. Я бы хотел бы вас попросить, вот у нас почти 2,5 часа, кто можете сделать вот этот тайм-аут, вот этот таймер часовой нашего сегодняшнего стрима. Можно чуть-чуть даже, по частям. В общем даже, вот в эту тему обсуждали это. В общем, я бы закрепил бы у себя в комментариях это наверху, и это было бы очень удобно. Кто готов помочь мне?
Вилаж дартиш, Хамзат. Кстати говоря, Хамзат, мечавой Хамзат. Хамзат Гилаев, ауй куча. Хешуа цо. Модератор волшам гуш валера. Уж-то не видно. Салам маршал духовик Хамзат. Гуш валавается, куча валавается. Я говорю, Массерга Салам маршал. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Если у вас кто-то найдется, кто хочет помочь нашему общему делу, вот эти таймер со временем, пожалуйста, в комментариях напишите, пожалуйста. Спасибо за то, что поддерживаете, смотрите. Хейтеры, вам отдельная благодарность. Благодаря вам наш канал начинает больше расти и развиваться. Я могу сказать то, что я хочу донести до людей. У меня это получается, меня слышат. Главные мои зрители – это мои сторонники. Это сторонники Чеченской Республики Ичкерия и свободы и независимости Украины и Грузии. Они меня слышат. Все, что нужно, я всегда могу до них донести. Все будет Ичкерия, слава Украине! Ну, все вместе. О Аллах, благослови Америку! Адикюэль маш оль везде олель масера. Всего хорошего, друзья. До завтра. Увидимся завтра.